27 апреля 2026 год. Красноярск. Поздний вечер. В тишине квартиры нескольких человек одновременно срабатывают уведомления в мессенджере. На экранах смартфонов сообщение о добавлении в новую группу под названием «Просто группа». Организатор чата – 31-летний Александр Рудковский. Обычно его активность в сети ограничивалась записями его песен, но в этот раз лента заполняется файлами, которые невозможно принять за творческий контент. Это серия снимков, сделанных в интерьере частного дома в элитном поселке Емельяновская горка. На кадрах спальня. В центре на полу находится женщина. Обстановка вокруг, дорогая мебель, светлые ковры и идеальный порядок резко контрастируют с неподвижной фигурой в центре комнаты. Под фотографиями появляется текст. «Ребят, я человека убил. Пытался с собой покончить, но, честно, не смог. Иду в полицию. Простите меня за эту боль». Эти слова стали продолжением к ранее присланным фотографиям. Пока свидетели в оцепенении выглядывались в экраны, в самом поселке сохранялось полное спокойствие. Охрана не зафиксировала шума или проникновения посторонних, не подозревая, что за закрытыми дверями одного из коттеджей разыгрался финал истории преследования, задокументированный самим нападавшим. Биография Ксении Вербицкой задолго до трагедии напоминала четко выверенный график, где каждый этап был шагом к запланированному успеху. К 32 годам она закрепила за собой репутацию человека исключительной дисциплины и воли. Этот путь начался в Красноярске с золотой медали в школе, за которой последовали 2 высших образования в Сибирском федеральном университете. Ксения получила красные дипломы по специальностям юриспруденция и филология. Свободное владение английским и китайским языками сделало ее уникальным специалистом в области международных грузоперевозок и таможенного оформления. Последнее десятилетие ее жизнь была неразрывно связана с компанией Global Import. Начав с рядовой позиции, Вербицкая возглавила региональный офис, став одним из самых эффективных руководителей в структуре фирмы. Коллеги описывали ее как человека, способного решать сложнейшие задачи. Образ жизни Ксении был лишен типичных излишеств. Она не курила, не употребляла алкоголь, серьезно увлекалась танцами и строго следила за здоровьем. Ее миниатюрное телосложение и внешняя деликатность скрывали за собой характер человека, привыкшего полностью контролировать свое пространство и время. Загородный дом в Емельяновской горке был результатом ее многолетнего труда. В этом коттедже Ксения прожила 7 лет вместе со своим партнером. Однако за год до описываемых событий в их отношениях наступил кризис, и она осталась в доме одна. Вся ее энергия была направлена на работу и заботу о семье. Будучи единственным ребенком, Ксения взяла на себя полное обеспечение родителей: отца, ветерана боевых действий, и матери, чей тяжелый генетический диагноз требовал постоянных вложений в медикаменты и уход. Чтобы накопить на очередной этап планового обновления жизни, покупку нового автомобиля, Ксения методично откладывала крупные суммы наличных, которые хранила в сейфе. Она чувствовала себя в безопасности, не подозревая, что ее открытость и профессиональный успех уже стали объектом наблюдения для человека, чьи ценности были диаметрально противоположны ее собственным. Александр Рудковский, в отличие от своей будущей жертвы, выстраивал жизнь не на фундаменте из дипломов и выслуги лет, а на внешних атрибутах успеха. К 31 году уроженец Иркутска успел сменить несколько городов и профессий, но нигде не задерживался надолго. Его главной страстью и одновременно единственным социальным лифтом был вокал. Социальные сети мужчины транслировали образ состоявшегося артиста. Дорогие костюмы, массивные часы, фотографии из караоке-клубов и баров Красноярска. В январе 2026 года его личные амбиции достигли пика. Он опубликовал видео своего выступления на московском фестивале в парке развлечений «Остров мечты». Казалось, карьера певца должна была стать его билетом в мир богатых и успешных, о котором он так мечтал. Однако за блестящими пуговицами приталенного пиджака скрывалась реальность максимально далекая от столичных сцен. Переехав в Красноярск,
Рудковский столкнулся с необходимостью оплачивать счета, которые не покрывались редкими выступлениями. Его быт состоял из съемного жилья и постоянного поиска случайных заработков. В начале 2026 года он предпринял попытку легализоваться в офисной среде, устроившись стажером на позицию менеджера по продажам в компанию, чей офис располагался на одном этаже с Global Import. Но корпоративная среда требовала усидчивости и системности, чего у Александра не было. Коллеги по цеху позже вспоминали его как человека, который за 3 месяца испытательного срока так и не смог вникнуть в суть бизнеса. Он производил впечатление сотрудника, находящегося не на своем месте. Его мысли явно были заняты чем-то другим, а не планами продаж и холодными звонками. К весне 2026 года финансовое положение Александра стало катастрофическим. Пока он продолжал публиковать в сети кадры своего нарядного досуга, его реальные банковские счета начали один за другим уходить в блокировку из-за неоплаченных кредитов. Фактически, он находился на грани выселения из квартиры, не имея средств даже на базовые нужды. Эта двойная жизнь создавала колоссальное внутреннее напряжение. Рудковский видел вокруг себя успешных людей, заходил с ними в одни и те же лифты, пил кофе в тех же холлах, но оставался для этого мира чужаком. Его самолюбие было задето. Он считал себя талантливым вокалистом, достойным сцены, а вынужден был считать копейки на проезд. В офисном коридоре, где каждый день проходила Ксения Вербицкая, Александр начал наблюдать за женщиной, которая стала для него живым воплощением всего того, чего он был лишен – признания, финансовой свободы и уверенности. Его внимание к ней поначалу показалось обычным любопытством, но за этим взглядом уже стояла зависть человека, у которого не осталось ничего, кроме фальшивого образа в социальных сетях. Социальная дистанция на офисном этаже быстро приняла форму жесткого разделения на 2 лагеря. Первый, наиболее массовый, состоял из сотрудников, выбравших тактику абсолютного игнорирования. Для этих людей Александр фактически перестал существовать. В коридорах и зонах отдыха с ним не вступали в зрительный контакт, а его попытки завязать диалог натыкались на демонстративное молчание. Вторым лагерем, по сути, оказалась одна Ксения Вербицкая. В условиях всеобщего бойкота она осталась единственным человеком, сохранившим базовые нормы вежливости и готовность к элементарному общению. Эта полярность создала опасный фундамент для дальнейших событий, поскольку все остальные каналы коммуникации для Рудковского были закрыты. Каждое слово и ответная улыбка Ксении приобретали в его глазах гипертрофированное значение. Обычную профессиональную этику и человеческое сострадание он начал интерпретировать как признак особого, эксклюзивного отношения к своей персоне. Вербицкая, видя, в какой изоляции находится ее сосед по этажу, старалась сгладить ситуацию короткими беседами, не подозревая, что становится единственным объектом его фиксации. Переломный момент наступил, когда взаимодействие вышло за пределы офисных стен. После прекращения работы в здании Александр инициировал перенос общения в цифровое поле. Он нашел профиль Ксении в социальной сети ВКонтакте и направил запрос на добавление в список друзей. Вербицкая, считавшая его безобидным, хоть и навязчивым знакомым, подтвердила запрос. Это решение окончательно устранило барьер между ее профессиональным миром и частным пространством. Получив доступ к ее цифровому следу, Рудковский начал системно отслеживать круг общения женщины, ее привычки и финансовые возможности. Статус друга в социальной сети открыл ему прямой путь к той частной жизни Вербицкой, которую она годами скрывала от посторонних глаз. Весной 2026 года, после официального ухода Рудковского с офисного этажа, его присутствие в жизни руководителя логистического подразделения стало более ощутимым, чем в период их совместной работы. Коммуникация полностью переместилась в плоскость мессенджеров и социальных сетей, где Александр начал реализовывать классическую модель сталкинга. В ходе расследования стало известно, что изначально объектом его навязчивого внимания была другая сотрудница той же фирмы. Однако, встретив там холодный отказ, он быстро переключился на Ксению. Ее открытость и готовность выслушать были интерпретированы им не как профессиональная этика, а как приглашение в личное пространство.
Рудковский начал засыпать женщину сообщениями, которые со временем приобрели манипулятивный характер. Он детально описывал свои финансовые трудности, отсутствие средств к существованию и общую неустроенность. Ксения, зная о его безработном статусе и заблокированных счетах, отреагировала так, как привыкла за годы помощи близким. Она начала оказывать ему материальную поддержку. В материалах дела зафиксированы факты передачи денег в долг и покупки продуктов питания. Вербицкая воспринимала это как чистую благотворительность, попытку помочь человеку, оказавшемуся в тупике. Однако для Александра эти жесты имели совершенно иной смысл. В сознании Рудковского начал формироваться искаженный сценарий реальности. Получая финансовую помощь и ответы в чатах, он убедил себя в том, что они с Ксенией состоят в полноценных романтических отношениях. Его требования к ее вниманию росли пропорционально количеству оказанной помощи. Александр начал проявлять агрессивную обидчивость. В переписках сохранились его претензии по поводу того, что женщина не поздоровалась с ним утром или не ответила на сообщение мгновенно. Любая попытка Ксении обозначить границы или сослаться на занятость воспринималась им как личное оскорбление и предательство. Несмотря на явные признаки психологического давления, Ксения продолжала поддерживать диалог. Подруги позже подтвердят, она видела, что мужчина находится в нестабильном состоянии и общалась с ним исключительно из жалости, опасаясь, что полный разрыв связей окончательно сломает его. Она не осознавала, что ее сострадание подпитывает его иллюзию контроля. К середине апреля этого года ситуация достигла критической точки. Запросы Рудковского стали более настойчивыми, а его эмоциональные реакции на отказы все менее предсказуемыми. Пока Ксения готовилась к очередной рабочей поездке в столицу, Александр уже начал следить за ее домом, изучая график перемещений и систему безопасности территории, которую она считала своей крепостью. Жалость, ставшая фундаментом их общения, постепенно превращалась в смертельную ловушку, механизм, который был запущен самим фактом первого денежного перевода. 23 апреля 2026 года Ксения Вербицкая покинула Красноярск. Командировка в Москву была запланирована на 3 дня и полностью посвящена делам Global Import. Пока Ксения находилась на бизнес-встречах в столице, ее повседневный график был строго регламентирован, а дом в Емельяновской горке оставался под присмотром систем безопасности. Однако именно в этот период ситуация вокруг Александра перешла в фазу необратимого кризиса. Его задолженности перед банками привели к полной блокировке всех платежных инструментов. Для человека, привыкшего транслировать образ успешного вокалиста, это означало не только бытовую катастрофу, но и крах созданной им социальной иллюзии. Наступил момент, когда у Александра не осталось средств даже на оплату мобильной связи и интернета, единственных каналов связи с миром, в который он пытался казаться значимым. Крайний срок внесения арендной платы за квартиру приближался, а легальных источников дохода не предвиделось. В эти 3 дня, пока Вербицкая была вне города, Рудковский сосредоточился на анализе информации, которую он собирал месяцами. Из их переписки он знал, что Ксения аккумулировала значительную сумму наличных – 1 400 000 рублей для покупки нового автомобиля. Эта сумма была сопоставима со всеми его долгами и могла обеспечить ему жизнь, соответствующую его амбициям. Разница в их положении в конце апреля стала предельно резкой. Ксения в Москве подтверждала статус одного из лучших сотрудников отрасли, а Рудковский в Красноярске вырабатывал алгоритм действий на день ее возвращения. В его действиях во время отсутствия хозяйки дома прослеживалась четкая последовательность. Он неоднократно появлялся в районе поселка, фиксируя время работы охраны и график движения транспорта в сторону Емельянова. Александр знал точное время прилета самолета 26 апреля. К этому моменту его финансовое отчаяние трансформировалось в конкретный сценарий, где загородный коттедж Ксении перестал быть местом их воображаемого романа и превратился в объект для нападения. Он понимал, что после перелета женщина будет уставшей, а воскресный вечер в поселке максимально тихим.
26 апреля, воскресенье. Самолет из Москвы приземлился в Красноярском аэропорту в штатном режиме. Ксения Вербицкая, завершив трехдневную рабочую поездку, направилась к своему дому в коттеджном поселке Емельяновская Горка. Путь занял около 20 минут. Поселок расположен в непосредственной близости от города и считается одним из самых тихих и охраняемых районов региона. Ксения зашла на территорию участка в тот час, когда воскресный вечер в поселке традиционно затихает. После расставания с партнером, с которым она прожила в этом доме 7 лет, женщина привыкла к тишине и отсутствию посторонних в своем частном пространстве. Однако в этот раз тишина оказалась ложной. Согласно материалам дела, Александр Рудковский к моменту приезда Вербицкой уже находился внутри дома. Пока Ксения была в Москве, у преследователя было достаточно времени, чтобы изучить график охраны и найти способ проникновения. Мужчина точно знал время прилета рейса и время, которое потребуется женщине, чтобы добраться до дома. Существует версия, что Александр проник в помещение заранее, воспользовавшись отсутствием хозяйки, и ждал ее появления внутри. Планировка коттеджа в Емельяновской Горке предполагала четкое зонирование. Просторная гостиная и кухня на первом этаже, спальни на втором. Ксения вошла в прихожую, оставила вещи и поднялась наверх. Она была уставшей после перелета и нескольких дней интенсивной работы, что значительно снижало ее бдительность. Именно в спальне второго этажа произошло столкновение. Конструкция коттеджей в этом поселке предполагает высокую степень изоляции. Толстые стены и значительное расстояние между соседними участками исключали возможность того, что кто-то снаружи услышит звуки борьбы или громкий разговор. Ксения, чья хрупкая фигура и невысокий рост резко контрастировали с физическими данными Рудковского, оказалась в замкнутом пространстве один на один со сталкером. Мужчина, чьи банковские счета были заблокированы, а социальные амбиции разрушены, перешел к активной фазе своего плана. Его нахождение в доме Вербицкой в тот вечер не было спонтанным. Это был итог многомесячной слежки и детального изучения ее быта, который теперь стал инструментом против нее самой. В пространстве спальни второго этажа диалог начался с прямого требования. Александр озвучил конкретную сумму – 10 тысяч рублей. Ксения Вербицкая, которая на протяжении последних месяцев неоднократно выручала бывшего коллегу небольшими суммами и продуктами, и в этот раз не ответила категорическим отказом. Она предложила стандартное решение – осуществить мгновенный перевод через банковское приложение на его карту. Однако именно в этот момент техническая реальность Александра вошла в противоречие с его планом. Все его карты были деактивированы банками-кредиторами, что делало любой цифровой перевод бессмысленным. Деньги были бы мгновенно списаны в счет долга. Рудковскому требовались именно наличные. На это условие Ксения ответила отказом, пояснив, что после длительного перелета и командировки в ее распоряжении нет такой суммы в бумажных банкнотах. В логике Вербицкой это была констатация факта. Отсутствие физического кэша в кармане или кошельке делало помощь невозможной в текущих условиях. Взаимодействие, которое до этого момента носило характер финансовой просьбы, мгновенно сменило ритм. Александр воспринял слова Ксении не как техническую проблему, а как личное оскорбление. Контраст между его положением и обстановкой дома, где каждый предмет мебели стоил дороже его годового дохода, стал катализатором физической агрессии. Вербицкая, находившаяся в состоянии сильной усталости после поездки, не смогла своевременно среагировать на изменение его тона и сокращение дистанции. События перешли в фазу открытого столкновения, когда Рудковский перестал использовать слова и перешел к действиям. Ксения оказалась заблокирована в пространстве между кроватью и дверью, что лишало ее возможности быстро покинуть комнату. Отсутствие 10 тысяч рублей в виде бумажных купюр стало последней точкой в их коммуникации, после которой последовал первый акт физического насилия. Рудковский повалил Ксению на кровать, лишив ее возможности добраться до двери или окна. В условиях высокой звукоизоляции коттеджа борьба оставалась абсолютно бесшумной для внешнего мира. Мужчина применил удушение, обхватив шею женщины руками. Механика воздействия была направлена на полное подавление воли к сопротивлению через ограничение доступа кислорода. Ксения пыталась освободиться, однако из-за плотного захвата и веса нападавшего ее движения быстро потеряли координацию.
лестницу. В комнате остались следы борьбы, сбитое постельное белье и поваленные предметы, но основная фаза нападения прошла в ограниченном пространстве спального места. Через несколько минут из-за нарастающей гипоксии Вербицкая перестала двигаться и впала в состояние глубокого беспамятства. Рудковский ослабил хватку только тогда, когда тело женщины полностью обмякло. На данном этапе Ксения была еще жива, но находилась без сознания. Мужчина не предпринял попыток оказать ей помощь или покинуть территорию поселка. Вместо этого он оставил неподвижную хозяйку дома на кровати и вышел из спальни. Его целью стал первый этаж здания. Александр направился в кухонную зону, где среди бытовых предметов он искал то, что позволило бы ему окончательно зафиксировать финал этого вечера. Процесс, начавшийся как требование наличных денег, перешел в стадию, после которой возвращение к обычному диалогу стало физически невозможным. Взяв на кухне нож, Александр вернулся в спальню на втором этаже. Ксения в этот момент по-прежнему находилась в состоянии глубокого беспамятства и не могла оказывать сопротивление. Рудковский нанес 8 ударов в область шеи. Характер и локализация ранений указывали на то, что нападавший действовал прицельно. После этого Александр не покинул территорию поселка, а приступил к реализации второй части своего плана. Он начал методичный обыск помещений. Рудковский перемещался по комнатам коттеджа, проверяя места возможного хранения ценностей, о которых знал из предыдущих переписок с хозяйкой. В итоге он обнаружил 1 400 000 рублей наличными. Забрав всю сумму, Александр остался в доме, где на полу спальни находилось тело убитой. Теперь, когда финансовый вопрос был решен, действия мужчины приобрели демонстративный характер. Вместо того, чтобы скрыться с похищенным, он начал фиксировать обстановку внутри дома на камеру мобильного телефона. Эти кадры позже станут основой для его трансляции в мессенджере. Процесс совершения преступления и последующего грабежа занял значительное время, в течение которого в Емельяновской горке сохранялась полная тишина. Александр действовал хладнокровно, он не спешил уходить, задерживаясь рядом с жертвой для создания контента, который вскоре шокирует всех участниц его нового группового чата. Похищенные деньги и орудия убийства все еще находились при нем, когда он перешел к финальной стадии – публичному признанию. Процесс перевода преступления в цифровое пространство начался в тот момент, когда Рудковский открыл список контактов в своем мессенджере. Для своей финальной демонстрации он создал чат с неприметным названием «Просто группа», куда добавил 5 человек. Среди участников оказались его знакомые и бывшие девушки. Создание этой группы стало для Александра способом заявить о себе тем, перед кем он долгое время пытался поддерживать имидж успешного артиста, скрывая реальность заблокированных счетов и долгов. В ленту чата посыпались фотографии Ксении Вербицкой, сделанные непосредственно на месте расправы. Участники группы сразу узнали Ксению. Александр месяцами транслировал им образ своего романа с этой успешной женщиной, используя ее фото из соцсетей для создания иллюзии близости. Сами снимки сопровождало короткое сообщение: «Замочил богатенькую девочку». Эта фраза раскрыла истинный мотив – социальную месть человеку, который был для него напоминанием о собственной финансовой нищете. Несмотря на похищенные деньги и заявление о намерении покончить с собой, Рудковский оставался в сети, отслеживая реакцию. Он находился в доме в Емельяновской горке до тех пор, пока не убедился, что его поступок стал достоянием гласности, после чего сам инициировал контакт с полицией. После ареста Александра Рудковского поместили в следственный изолятор. В суде мужчина сменил тактику, заявив о глубоком раскаянии. Вскоре он озвучил просьбу, ставшую резонансной. Александр выразил желание заключить контракт с Министерством обороны и отправиться в зону боевых действий. Он заявил, что это единственный способ искупить вину кровью. Однако характер преступления – 8 ножевых ранений и хищение 1 400 000 рублей – практически исключают подобное решение. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Пока Рудковский ищет способы смягчить свою участь, для семьи Ксении ситуация остается необратимой. Ее отец, ветеран боевых действий, и мать, страдающая от тяжелых болей, лишились единственной опоры. Финалом истории стал судебный процесс, где на одной чаше весов попытки убийцы избежать наказания, а на другой – разрушенная жизнь семьи, чье милосердие стало роковой ошибкой. Проявленная коллеге жалость стоила Ксении Вербицкой жизни, а ее родителям – будущего. Спасибо за просмотр. Рекомендую посмотреть и другие истории на моем канале. Кликайте прямо сейчас, а также не забывайте подписываться и оставлять ваши комментарии. До скорых встреч!